К 1 сентября для учащихся в республике откроют свои двери 3 новые школы и столько же детских садов. Новые учреждения примут детей в Назрании и сельских поселениях Пливы, Зязиков-Юрт и Мужичи. А до конца текущего года планируется ввести еще 23 объекта образования, 9 дошкольных учреждений и 14 школ. Во всех действующих школах, по данным Минобра, проведены косметические ремонтные работы. Также в Минпросвещение России направлен перечень школ Ингушетии, где нужно провести капитальный ремонт. Общее количество объектов 44. Кроме того, перечень первоочередных 13 объектов образования направлен в Минстрой Ингушетии для разработки проектно-сметной документации на выполнение ремонтных работ. Подготовка образовательных организаций республики к новому учебному году осуществлялась за счет средств республиканского бюджета. Во всех образовательных организациях, предъявленных к приему к новому учебному году, проведены косметические ремонтные работы, подготовлены медицинские кабинеты, 111 учреждений у нас лицензированные медицинские кабинеты, 22 школы, расположенные в ветхих помещениях, заключили договора с территориальными лечебно-профилактическими учреждениями. Перед началом учебного года во всех образованиях будут проведены все мероприятия в соответствии с СанПин. При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году особое внимание уделялось в том числе и комплексной безопасности учреждений. Петимат Угурчиева отметила, что к 1 сентября во всех школах Ингушетии с утра проведут торжественные линейки «День знаний», которые из-за неблагоприятной эпидобстановки в регионе пройдут в формате прошлого года. Председатель правительства республики Владимир Сластенин призвал глав администрации районов и городов принять активное участие в мероприятиях, привести в порядок прилегающие к учебным заведениям территории, а также уделить внимание комплексной безопасности объектов. Организация по безопасности, рамки, все готово. С главами, ваши директора крупных школ, все на контакте. А практику делали такую, чтобы расписывали членов правительства по школам, глав по школам. Сделайте разнарядку, и пусть мы сходим к школьникам, и каждый там скажет добрые слова, напутствие. И главы районов я тоже попрошу, все, пройдите ножками, посмотрите, и особенно у нас неделя осталась до 1 сентября. Давайте посмотрим прилежащие территории к школам, все, значит, наши дороги, прилотковые части, чтобы почистили, чтобы праздник был, может быть, как, не знаю, бордюры, деревья побелить еще. Ну, праздник надо создать 1 сентября. А по единой форме одежды, вы можете заказывать форму одежды на нашей швейной фабрике? Можем, конечно. Ну, пожалуйста, запишите себе, но поговорите с директорами школ. А то мы, значит, ищем где-то, вот они у нас уехали сегодня на армейскую выставку, а тут у вас 80 тысяч школьников. Это же можно, каждый год они растут у нас, каждый год одевать надо. Пожалуйста, прям протокольно пометьте тоже поручение мое, изучите, доложите. Кроме того, Петимат Угурчиева напомнила о ежегодной августовской конференции для работников образования республики. Приоритетным тематическим направлением в обсуждении этого года станет повышение качества обучения, воспитания и дополнительного образования обучающихся. Будут участвовать все руководители образовательных организаций и приглашены также представители МФТИ. Основная тематика нашего пленарного заседания – это программа воспитания, которая внедряется с 1 сентября, и дополнительное образование образовательных организаций республики. Также у нас 21 и 23 проходят дискуссионные площадки на базе Магасовской второй школы, где участвуют также наши педагоги. Также Петимат Угурчиева отметила, что на базе детского технопарка «Кванториум» организована площадка «Современные тенденции развития технического направления дополнительного образования детей республики». Муслим Ганиев, Фатима Матиева, Рамазан Ахильгов, Рахман Цуров. Новости 24.